Микрофон включен. Здравствуйте! В эфире информационная передача «Ам-Шипшара». Я ее ведущий Нарсу Абухва. Я и мои коллеги из службы новостей расскажем о самых главных событиях понедельника. И сегодня в выпуске. Термальные бассейны, комфортные условия, отдых и лечение круглый год. В республике идет восстановление сразу нескольких туристических объектов. Первая эстрадная певица республики, народная артистка Абхазии Людмила Гумба отмечает юбилей. $150 тысяч рублей собрано для пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии в рамках благотворительного концерта. Судебное разбирательство по громкому делу о хищениях в отношении экс-директора госкомпании «Абхазтоп» Беслана Авизба продолжается в Сухумском городском суде. Беслан Авизба обвиняется в хищении почти 150 миллионов рублей. Ему вменяется совершение 8 эпизодов хищения госимущества в особо крупном размере с использованием служебного положения путем присвоения и растраты, и одного эпизода хищения имущества компании путем мошенничества. На данный момент проводится опрос свидетелей. В материалах дела 79 свидетелей со стороны обвинения. Около 40 человек уже опрошены. На прошедшем судебном заседании были заслушаны показания представителя Сухумской нефтебазы. По мнению следствия, Беслан Авизба обманным путем получал ГСМ, выписывая накладные на свое имя без внесения оплаты. Свидетель сообщил, что лично подобные накладные не видел, но слышал некоторые подобные сведения от коллег. Следующее судебное заседание состоится 21 февраля. В Российской Федерации нацелены развивать союзнические отношения с Абхазией и Южной Осетией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, в России придают особое значение обеспечению безопасности Абхазии и Южной Осетии. На их территории функционируют российские военные базы и осуществляется совместная охрана госграниц в целях недопущения возможных провокаций извне, что актуально в новых геополитических реалиях. Добиваемся от Грузии обязывающих договоренностей о неприменении силы против этих стран. Видим в этом залог стабильности в регионе, отметила она. Захарова указала и на то, что Россия остается главным торговым партнером Абхазии и Южной Осетии. Это отвечает нашим общим интересам, создавая пояс безопасности и процветания, расширяя рынки сбыта и возможности для туристических и деловых поездок. Термальные бассейны, комфортные условия, отдых и лечение круглый год. В республике идет восстановление сразу нескольких туристических объектов. Уже совсем скоро в Восточной Абхазии откроется первый курортно-оздоровительный центр. Инвесторы – это абхазские предприниматели. Все подробности в репортаже Гугуцы Варданя. Инвестиции играют важную роль в развитии экономики любой страны, ведь правильные и рациональные вложения способствуют росту предпринимательства, а также отдельных отраслей и экономической системы в целом. Один из самых главных плюсов – создание новых рабочих мест. Сегодня, благодаря инвестированию, в Восточной Абхазии понемногу начинают функционировать туристические объекты. Так, в данный момент в Очимчире идет ремонт 16-этажной гостиницы. Ее восстановлением занимаются абхазские предприниматели братья Сеченава, которые уже построили немало различных объектов в нашей стране. И важно отметить, что сегодня они успешно функционируют. Очимчирскую гостиницу планируют открыть в конце марта. Работы выполнены на 80%. По словам Михаила Сеченава, это будет не просто туристический комплекс, а курортно-оздоровительный центр. Сегодняшний день, как мы договаривались с руководством республики, мы двигаемся по плану. Могу честно сказать, что туда привлечены достаточно серьезные инвестиции в объект города Очимчиры. Мы хотим сделать там одним из таких очень привлекательных, хороших, можно сказать, даже образцовых из наших предприятий, для того, чтобы привлечь достаточно большое количество туристов.
Также идет благоустройство прилегающей к гостиничному комплексу территории. Здесь будут располагаться летние кафе, детские игровые площадки и бассейны. Один из бассейнов будет термальным. На расстоянии порядка 3 с лишним километров мы тянем трубопровод с термальной водой, с термального источника. И делаем достаточно большие ванны, бассейны, спа-комплексы и так далее. И будет достаточно большой бассейн именно термального источника. Вот, часть будет открытая, она будет доступна всем, как для местных жителей, так и для гостей, а часть будет закрытая. Этот источник с очень уникальными свойствами. Мы сдавали специально на анализ в Российской Федерации, есть институт для исследования вот этих термальных источников. И они нам подтвердили, дали официальное заключение в том, что он обладает очень многими целебными свойствами. И самое главное, там нету ничего, которое вредило бы человеку. Вот это очень важно. Там, начиная от сердечно-сосудистых профилактики до венозных заболеваний и так далее. Я, к сожалению, не специалист, это специалисты там будут работать, они все будут разъяснять, объяснять и так далее. Более того, прежде чем принимать эти ванны, обязательно они пройдут обязательно какие-то небольшие обследования, кому можно принимать, кому нельзя принимать. В Очимчирском оздоровительном центре более 260 номеров на 600 койко-мест. В курортный сезон объект сможет принять более 30 тысяч человек. Курортно-оздоровительный центр будет работать круглый год. Уже, наверное, больше 30% койко-мест на летний период уже выкуплены. По договору уже выкуплены. Потому что мы заключаем договора с дальними регионами России, Урала, Сибири и так далее. И люди с удовольствием хотят приехать. В гостинице будет создано более 130 рабочих мест. В основном задействуют местных жителей. На работу уже приняты многие. По словам Михаила Сеченава, все сотрудники будут обеспечены достойной заработной платой. Буквально с позапрошлого года мы ввели везде в наших предприятиях, везде российские тарифы. Вот какие заработные платы в России, на сегодняшний день точно такие же заработные платы в Абхазии. Могу с гордостью сказать, что даже летом мы даже чуть больше платим, чем по России. Открытие подобного туристического объекта будет способствовать развитию экономики восточной части Абхазии, уверен предприниматель. Мы очень хотим на самом деле в этот сезон запустить, посмотреть. И более того, и руководство Абхазии очень живо интересуется этим, да, и периодически проверяют, спрашивают и так далее. Но и мы тоже понимаем, что в принципе этот объект достаточно такой значимый будет для этого региона. Могу честно сказать, все помогают и поддерживают. Вот, начиная от правительства и руководства и заканчивая просто обычным простым народом, вот, который там живут, потому что они всячески поддерживают нас как могут. Также братья Сеченава на данный момент восстанавливают 2 сухумских туристических объекта – МВО и ПВО. Здесь активно проводятся ремонтные работы, идет благоустройство территории. Значит, что касается ПВО и МВО, вы знаете, что правительство Абхазии на правах аренды передано часть объектов, введены нашей компании. Но там четкие условия озвучены, какие инвестиции должны быть внесены и в какие сроки, это все прописано. Сама идея заключается в следующем. Чтобы эта территория находится непосредственно в городской черте. Сделать его максимально, возможно, доступным и красивым. Это сделать местом для массового отдыха людей. Если мы общими усилиями сделаем так, чтобы люди, приходя туда, сказали, что вот как было хорошо, а стало еще лучше.
Вот это наша цель. Несмотря на то, что объект уже давно не функционирует, местная набережная и пляж – излюбленное место для жителей и гостей столицы. Но любоваться здешними красотами будет приятнее, когда объект полностью восстановят. Планируется продлить прогулочную зону. Для этого через реку Баслов будет построен мост. Сейчас в комплексе первоочередных задач у нас стоит облагородит прибрежную зону. По предписанию определено береговая зона. Прогулочная береговая зона, это шириной порядка 14 метров. Мы от насаждения до восстановления вот этих великолепных ограждений, я считаю, что она просто подзапущена. Мы должны все это очистить, привести в порядок, что-то добавить. Но мы хотим в основе сохранить ту базовую красоту, которая там была. И у нас идея, и это озвучено президентом и правительством, о том, что нужно было бы продлить прогулочную зону города через реку Басла по территории этих санаториев. Тогда получается, вот прогулочная зона города будет продлен на несколько километров. И самое главное, вот если мы сделаем мост через реку Басла, она будет прогулочная зона. Откроются вообще просто уникальные красоты вот этой стороны города. В ближайшее время будет представлено правительству, архитектуре на утверждение. Если они утвердят, я думаю, достаточно короткие сроки мы можем этот пешеходный мост сделать. Сейчас здесь лечат растения, которые в этом нуждаются. Кроме того, посадят немало новых. Только одних роз планируется высадить около 50 тысяч корней. Это будет большой, красивый, цветущий сад, говорит предприниматель. Да, там будут жить гости, но это не означает, что местное население или горожане не могут туда заходить и так далее. Более того, мы хотим некоторые объекты, которые мы либо заново отстроим, либо отреставрируем, они будут доступны и для горожан. Некоторые объекты даже будут с бесплатным посещением. В частности, там есть очень хороший большой бассейн. Он, кстати, не работал ни разу, еще вообще не был запущен, так и не запустили даже в советское время. Приезжали специалисты, и они дали уже заключение, как можно это все выстроить заново. Кое-что придется, конечно, все снести, заново отстроить. И это будет, наверное, один из больших бассейнов закрытых, подогреваемых, наверное, вот в Сухумах наверняка. И мы хотим уже в этом сезоне его сделать и сделать его доступным для всех. Там будет хорошая спа-зона и так далее. Это будет абсолютно доступно без оплаты. И мне кажется, что люди с удовольствием будут ходить, и тем более, что это очень полезно для здоровья нации. Одна из самых главных задач – сохранить архитектурный облик зданий. Работа ювелирная. Специалисты прилагают большие усилия. Самое главное, вот как оно было, если отреставрировать, поставить, уверяю вас, эта архитектура не будет выглядеть, если не выигрышней выступит, чем современная, уверяю вас. Поэтому там будет смешанная схема. Мы часть помещений, часть зданий мы оставим вот в старом своем первоизданном виде. Конечно же, мы отреставрируем. Мы хотим восстановить, как было раньше, сохранить преемственность, конечно, да, потому что это же часть нашей истории тоже, конечно. Безусловно, да. Потому что... Восстановлением объекта занимаются в основном местные специалисты, а также приглашенные прорабы и инженеры. Сегодня здесь трудится более 200 человек. За исключением каких-то эксклюзивных вещей, которые здесь невозможно найти, там какой-то техники, технологии, а все остальное практически мы приобретаем здесь у местных компаний, коммерческих организаций, и они нам очень сильно помогают в этом. Вот. И хочу, пользуясь случаем, вот, поблагодарить их всех, потому что они не нравится о том, что они именно как свой объект очень трепетно к этому относятся. Вот. Мне это очень нравится, очень импонирует. Это не первый объект, который восстанавливают предприниматели Сеченава. На вопрос, почему столько сил и средств вкладываются в Абхазию, Михаил Сеченава отвечает, что, безусловно, бизнес-интерес присутствует, но не все измеряется деньгами. Моя родина, и
все, что я вкладываю, если это приносит, безусловно, мне и компании, и народу в целом, если какую-то хотя бы маломальскую какую-то радость, ну, наверное, это стоит того. Не все же меряется на самом деле деньгами. Поэтому я считаю, что если мы сумеем что-то хорошее сделать, то это останется республике и на благо, и на развитие. Безусловно, я прежде всего руководствуюсь бизнес-интересами, безусловно. Но и вот эти мотивы они тоже присутствуют. Потому что некоторые объекты, сроки окупаемости, они достаточно длинные. То есть с точки зрения бизнеса, скажу вам честно, это не совсем эффективно. Но я немножко другими принципами руководствуюсь, да, потому что это моя родина. В команде очень много местных ребят, очень местных. Порой не только там мои друзья, родственники и так далее, а некоторых я вообще раньше и не знал их. Но, слушайте, они в команду так влились, и они воспринимают как это свое. И они, наверное, порой, мне кажется, что они даже больше делают, чем я. Вот это мне очень нравится. Это дает дополнительные силы, на самом деле. В советские годы в Абхазию приезжали тысячи туристов со всего мира, а для многих это оставалось мечтой. Строительство и восстановление подобных проектов, безусловно, будет способствовать развитию страны, особенно в туристической сфере. Гугут Савардани, Асмат Гуния, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение. 13 февраля отмечает юбилей народная артистка Абхазии, лауреат государственной премии имени Дмитрия Гулия, кавалер ордена Ахтябша второй степени Людмила Гумба. С юбилеем народную артистку поздравил президент Аслан Бжаня. С вашим творчеством знакомы не только в нашей стране, но далеко за ее пределами. Вы являетесь лицом абхазской музыкальной культуры, которую невозможно представить без вас и ваших песен. Вы по достоинству несете почетное звание народного артиста Абхазии, заслужив прежде всего народную любовь, признание и уважение, говорится в поздравлении главы государства. Людмилу Гумба поздравил с юбилеем и премьер-министр Александр Анкваб. Он отметил большой личный вклад певицы в национальное эстрадное искусство и пожелал ей долгих счастливых лет, неиссякаемой энергии и новых творческих успехов. Первая эстрадная певица Абхазии Людмила Гумба начала свою карьеру вместе с солистами вокально-инструментального ансамбля «Апсны-67» в 1972 году. В репертуаре ансамбля более 100 песен. 30 из них вошли в альбом «Золотая коллекция Апсны-67», который вышел в свет в 2007 году. Автор проекта Людмила Гумба. По признанию самой певицы, у нее нет музыкального образования, но музыка стала смыслом ее жизни. Именинницу принял министр культуры Даурковой. Министр поздравил Людмилу Гумба с юбилеем и пожелал ей долгих лет жизни и творческих успехов. Вы человек заслуженный, не просто заслуженный, а человек, который заслужил любовь народа. Вся ваша жизнь была посвящена, и вы продолжаете служить народу. Ваш творческий путь – это большой пример для сегодняшней молодежи. Это пример, как надо относиться к творчеству, как его надо любить, как надо относиться к искусству. Потому что вот это вот беззаветное служение выбранной профессии, выбранному направлению – это то, когда человек отдает полностью себя без остатка своей профессии, для того, чтобы люди, которые его окружают, просто получали удовольствие от его творчества. Я хочу сказать, что весь ваш жизненный путь – это действительно такой яркий пример. Яркий пример, и это та планка, к которой надо стремиться сегодня нашей молодежи, которая поет на сцене.
В Абхазии набирает обороты гуманитарная акция по сбору помощи пострадавшим в результате землетрясения в Турции и Сирии. В центральном офисе МЧС в Сухуме с середины прошлой недели открыт пункт приема помощи. Жители республики приносят теплые вещи, одеяла, продукты питания, бутилированную воду и предметы личной гигиены. О том, как решаются организационные вопросы по сбору помощи, министр по ЧС Абхазии Лев Кициня проинформировал, в частности, представителей абхазской диаспоры за рубежом. По словам главы эфир абхазского телевидения был прерван из-за перебоев в электроэнергии. Просим прощения. Эфир продолжается. В Абхазии набирает обороты гуманитарная акция по сбору помощи пострадавшим в результате землетрясения в Турции и Сирии. В центральном офисе МЧС в Сухуме с середины прошлой недели открыт пункт приема помощи. Жители республики приносят теплые вещи, одеяла, продукты питания, бутилированную воду и предметы личной гигиены. О том, как решаются организационные вопросы по сбору помощи, министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Кициня проинформировал, в частности, представителей абхазской диаспоры за рубежом. По словам главы спасательного ведомства, к гуманитарной акции активно подключились все районы страны. Что же касается доставки груза, то по дипломатическим каналам руководством Абхазии активно прорабатываются вопросы логистики, чтобы собранный груз в максимально сжатые сроки был доставлен непосредственно в зону бедствия, пострадавшие районы Турции и Сирии. 11 февраля Министерство культуры совместно с Государственным комитетом по репатриации провели благотворительный концерт, направленный на сбор средств для пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии. На концерте было собрано более 150 тысяч рублей. Репортаж Эсмы Голанзе. На этом концерте не было легких песен, от которых хочется пуститься в пляс или громко аплодировать. Сердце сжималось от боли и участия к людям, ставшим жертвами страшной трагедии – разрушительного землетрясения в Турции и Сирии. На экране эмоциональные кадры, видеоистории тех, кто погиб и кто выжил под многотонными обломками разрушенных зданий.
Чужой беды не бывает. Благотворительный концерт объединил множество неравнодушных людей – организаторов, артистов, зрителей. Ящики для пожертвований были расставлены по всему залу. Собранные средства передадут в штаб при Министерстве по чрезвычайным ситуациям, а затем отправят пострадавшим. Последние 5 дней мы с огромной болью и переживанием следим за событиями в Турции и Сирии. Все внимание мира приковано к этим странам, им оказывается всяческая помощь. Здесь у нас в Абхазии все искренне сопереживают пострадавшим, тем более, что нас с этими странами связывает кровное родство. Мы знаем, что многие государственные и общественные организации приступили к сбору средств в помощь пострадавшим странам. И мы, деятели культуры и искусства Республики Абхазия, как и весь народ Абхазии, не смогли остаться в стороне. В таком священном деле не бывает маленькой или лишней лепты. Каждый взнос превращается в бесценный дар и вселяет веру в человеколюбие и в победу жизни над смертью. В концерте приняли участие государственная хоровая капелла, камерный оркестр Давида Терзяна, народная артистка Абхазии Нинель Бжани и другие исполнители и музыканты. Организатор акции – Министерство культуры совместно с Госкомитетом по репатриации. Мы совместно проговорили с Вадимом Николаевичем, и сегодня мы надеемся на то, что придут люди, неравнодушные наши граждане, жители Абхазии, гости нашей страны. И мы постараемся выразить, поддержать и оказать поддержку людям, которые пострадали от этого стихийного бедствия. На концерте удалось собрать более 150 тысяч рублей. Однако акция на этом не закончилась. Сбор средств продолжается в онлайн-формате. Кроме того, в Сухуми открыт пункт сбора гуманитарной помощи. Он находится в офисе МЧС по улице Конфедератов, 12. Каждый из нас может оказать посильную помощь людям, оказавшимся в беде. По данным ООН, более 5 миллионов человек в Сирии остались без крова, и почти 900 тысяч человек срочно нуждаются в горячей еде в Турции и Сирии. Эсма Гуланзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В ближайшие дни синоптики прогнозируют ухудшение погоды, обильные снегопады и понижение температуры до минусовых показателей. ГАИ республики просит водителей быть особенно внимательными на дорогах и по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния. С 13 февраля введен запрет на передвижение автомобилей с нарушением рекомендуемых норм техники безопасности в направлении Ритинского реликтового национального парка. Эта мера необходима в зимний период для предотвращения возможных аварийных ситуаций, сохранения жизни и здоровья граждан и гостей Абхазии. Ограничение действует с 13 февраля до специального распоряжения главы МВД. В завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 14 февраля, на территории Абхазии преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью -3, +2, днем +1, +6. Температура морской воды 9 градусов тепла. На этом подошла к концу информационная передача Ам Шикшара. Всего хорошего. До свидания.